Все самое важное и интересное за эту неделю. Первые итоги года следователей о статистике по противодействию преступности. Все равно ответим. В Ухте обсудили, как пройдет День Победы. Новые правила. В администрации Ухты рассказали об особенностях аттестации школьников. Квест знакомства с вузом в УГТУ прошел нестандартный день открытых дверей. И подать заявку на поездку. Детское летнее оздоровление на льготных условиях. Смотрите прямо сейчас. Начальник Ухтинского отдела Следственного комитета подвел итоги работы своего ведомства за первые 3 месяца года. В целом статистика преступности находится на том же уровне. Стоит отметить, что за 3 месяца возбуждено 10 коррупционных дел. Почти все преступления совершены в исправительных колониях, где сотрудники приносили заключенным мобильные телефоны и их составляющие. За истекший период года зафиксирован небольшой спад убийств и причинений тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Окончено расследование 3 таких дел, теперь расследуют еще 3. Следователи отмечают, что тревогу вызывают преступления против половой неприкосновенности детей. Возбуждено 5 уголовных дел, окончено также 5. В основном все эти преступления совершаются в интернете. Так в суд передано дело в отношении местного жителя, совращавшего в переписке детей из разных субъектов страны. Вскрылась его преступная деятельность благодаря маме, увидевшей странную переписку в телефоне дочери. Женщина тут же написала заявление. Данный материал проверки, получается, направлен был нам с другого субъекта. Вот здесь мы уже начали его рассматривать. После того, как установили, что имеет состав преступления в отношении совершения, возбудили уголовное дело. Вот. Изъяли в ходе обысков все мобильные телефоны, все полностью. Вот. И в ходе установления и просмотров всех гаджетов установили, что еще преступная деятельность совершалась. В результате расследования стало известно число пострадавших – 10 ребят младшего подросткового возраста, среди которых 9 девочек и 1 мальчик. Самой младшей на момент недетской переписки с мужчиной было всего 12. Некоторые из пострадавших не только получали фото от преступника, но и высылали ему свои интимные фотографии. Теперь мужчине за такую переписку с детьми грозит до 12 лет лишения свободы. Также в Ухте расследуют еще одно дело, совершенное в отношении ребенка. Следствию до сих пор не удалось обнаружить мать, выбросившую труп новорожденной девочки. Напомним, пакет с телом был обнаружен 13 апреля местным жителям. Предварительно причиной стал синдром внезапной детской смерти, но следователи ждут результатов экспертизы. Назначена экспертиза медицинская, она в течение месяца будет делаться. То есть там более детально гистологический материал отправлен в Сыктывкар, то есть там анализ проведут и уже более детально через месяц будет конкретная причина смерти. Но опять же идем к тому, что у нас все-таки легкие были раскрыты, то есть ребенок все-таки дышал. То есть это не мертворожденный ребенок. Также следователи отмечают, роды были приняты кустарным способом, без медицинского присутствия. Об этом говорит наличие на трупе ребенка брюшного конца пуповины. Правоохранители настоятельно просят горожан оказать содействие и сообщить, если кто-либо знает женщину, которая могла родить с декабря 2020 года по конец марта 2021, но при этом не воспитывает младенца. Конфиденциальность гарантирована. Традиционные, пожалуй, самые популярные мероприятия, приуроченные к 9 мая, в этом году снова отменены. Мы говорим о параде на Первомайской площади и массовом шествии Бессмертного полка. Таково решение регионального штаба по противодействию распространению коронавируса. Как и в прошлом году, ухтинцам предлагают присоединиться к массовым акциям альтернативным способом. Так, акция «Окна Победы» предлагает горожанам украсить свои окна в символике праздника. Для дружных соседей есть и более интересное предложение. Акция «Поем двором». Можно выйти во двор. Сейчас уже нет такого строгого ограничения, что мы не можем покидать свои дома, как оно было в прошлом году. Мы тогда пели на балконах, либо в окна открытые, пели песни, исполняли все вместе. В этот раз можно выйти во двор, исполнить хором песню. И также еще одно очень важное мероприятие – это «Бессмертный полк». В этом году «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. Каждый желающий может подать заявочку на 2021polkrf.ru. И причем сказано, что в этом году Бессмертный полк, он будет в каждом субъекте свой. То есть
Но от традиционных памятных мероприятий все же полностью никто не отказывается. 9 мая в 10:00 стартует традиционное возложение цветов. Как у мемориальных досок в память ветеранов и погибших в годы войны, так и возле памятников в детском парке и у Вечного огня. Поздравит и лично ветеранов. Так как их нельзя приглашать на мероприятие, десант от культуры приедет к ним во двор. Так как ограничения по коронавирусу нам не разрешают их приглашать на мероприятия, мы приедем с поздравлениями к ним под окна. Мы эту акцию проводили уже в 2020 году, она была очень хорошо встречена, на таком позитиве прошла, очень торжественно. И в этом году мы также поедем к ветеранам по отдельному графику. Концертная бригада приедет под окно ветерана и лично, персонально поздравит ветерана с Днем Победы. Помимо этого, вечером 9 мая пройдет концерт в городском дворце культуры. А 5 мая с наступающим праздником местных жителей поздравит ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В администрации Ухты прошло заседание Координационного совета по подготовке и проведению итоговых экзаменов для школьников. В прошлом году сезон ЕГЭ был значительно сдвинут с конца мая на начало июля. В этом году школьники вновь отправятся проверять свои знания за все школьные годы сразу после последнего звонка. В соответствии с расписанием ЕГЭ на 2021 год экзамены планируется провести в период с 24 мая по 2 июля. Здесь речь идет еще о дополнительном периоде, который у нас будет с 12 июля по 17 июля. В основном период ЕГЭ будут организованы на 5 пунктах приема экзамена. Но про коронавирус все же не забывают. Экзамены будут сдавать с соблюдением социальной дистанции, детям с утра померяют температуру, везде будут стоять дозары и обеззараживатели воздуха. Всего за экзаменационную страду итоговую аттестацию в муниципалитете пройдут 650 человек. 584 выпускники текущего года, 75 выпускники прошлых лет обучения, обучающиеся в средних профессиональных организациях в том числе. Следует отметить, что 531 11-классник выбрал форму ЕГЭ 50 ГВЭ для получения аттестата, в том числе 1 ГВЭ – это лицо с ограниченными возможностями здоровья. 50 школьников из списка решили не сдавать ЕГЭ. Они выбрали государственный выпускной экзамен по русскому и математике. Напомним, такой вид аттестации доступен ребятам, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение. Но до экзаменов у ребят пройдет праздник последнего звонка. 22 мая определен как единый день для этого мероприятия и для 11-классников, и для 9-клашек. Но республика решила, что формат последних звонков будет групповым, то есть для каждого класса отдельно, а не общегородским, как привыкли в Ухте. Шествия белых бантиков в этом году, как и в прошлом, к сожалению, не будет. В преддверии Дня Победы в Ухте проходит ежегодная акция «Вахта памяти». Ее организуют на территории муниципалитета уже более 10 лет. В прошлом году традицию пришлось прервать из-за коронавирусных ограничений, но в 2021-м вахта вновь вернулась к памятному постаменту, где в годы Великой Отечественной войны располагался военкомат. Подростки из 17 школ города ежедневно приходят к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти всем пострадавшим в 40-е, роковые. Это не просто красивый церемониал, когда ребята приходят, стоят без смысла и уходят. Каждый из них понимает, насколько важно находиться здесь и насколько важную функцию он несет. До каждого доводится информация, что эта акция проводится с целью, чтобы почтить память тех, кто воевал за нас, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и отдать дань уважения им. Для ребят это правда честь. На вахту заступают только победители олимпиад и соревнований. Первые ребята приступили к реализации акции еще 20 апреля. С 1 мая у Вечного огня будет 2 смены школьников. Первые будут заступать в караул в 11 часов. Их сменят ровесники из следующей школы в 14:00. Продлится вахта памяти до 7 мая. В
минувшую субботу Ухтинский университет провел традиционный день открытых дверей, чтобы познакомить будущих абитуриентов, потенциальных студентов с вузом и направлениями обучения, которые он предлагает. Но в этот раз традиционное мероприятие заменили на более современное и актуальное – деловую игру Work Competition. Тем более сейчас поколение больше кликовое. Для них за определенный небольшой промежуток времени необходимо дать необходимую информацию для того, чтобы их заинтересовать. Мы стараемся идти в шаг в ногу со временем, мы подстраиваемся под форматы, под запросы молодежи и тем самым переоборудуем, изменяем свои мероприятия под их запросы. Игра прошла в формате квеста. Ребятам за небольшой промежуток времени нужно было пройти задания на 14 станциях различной направленности. Где-то нужно было решить ребус или загадку, где-то освоить специальную технику, а где-то спасти жизнь человеку, проведя реанимационные действия. Может, плохо, да? Шел человек, прихватило сердце. Не будьте бессердечными, не хотите с ним мазать. Наберите 030, вызовите сотрудника скорой помощи, пусть его увезут. Да? Вот эти 6 минут – это самое дорогое. То есть это время клинической смерти. 6 минут еще можно вернуть с того света на это, да? Всего мероприятие посетило 11 команд, в которых было по 7 участников. Это школьники из выпускных классов, а также студенты старших курсов колледжей. Самым шустрым и смышленым университет подарил свою сувенирную продукцию, чтобы вспоминали вуз, а может быть и выбрали его местом своего профессионального обучения. В Ухте 4 мая в 10:00 стартует кампания летнего оздоровления детей. Родители имеют возможность отправить свое чадо в поездку на льготных условиях двумя способами. Первый – купить путевку самостоятельно в официально разрешенный стационарный лагерь на территории России. Ребенок при этом должен быть младше 18 лет, а сама путевка минимум на 7 дней. Часть ее стоимости после поездки возместит региональный бюджет. Вы приобрели путевку, ребенок съездил, и затем пакет документов направляете в Республиканский центр детей и молодежи. Они рассматривают и предоставляют, в случае соответствия всех документов требованиям, они предоставляют компенсацию в размере 750 рублей в день за каждый день путевки. К примеру, если вы приобрели путевку на 7 дней, то 750 умножаем на 7, вот на такую сумму вы можете претендовать. Есть и другой вариант – получить путевку через управление образования. Стоимость такой поездки будет варьироваться в зависимости от принадлежности семьи или ребенка к той или иной группе. За ребят из многодетных семей и одаренных детей оплачивают только дорогу. За отдых опекаемых полностью платит бюджет. Представители детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, заплатят лишь 10% стоимости дороги. Родители детей, не попавших в вышеперечисленные категории, оплатят дорогу и сопровождение. К примеру, 21 день на Черноморском побережье будет стоить им 32 тысячи. Полная стоимость такой путевки при этом превышает 63,5 тысячи. Подать заявку на получение путевки можно двумя способами. Подача заявки через страницу «Отдых. Дети. 11 РФ». Чтобы подать заявку через эту страницу, родитель должен быть зарегистрирован на сайте госуслуг. Если родитель еще не зарегистрирован, то у нас есть еще несколько дней, чтобы это сделать. Все очень доступно, все очень понятно. На сайте отражен порядок действий родителя, чтобы зарегистрировать. На сайте отражены смены, доступные для нашего муниципалитета. Также можно подать заявление через школу. Это, с одной стороны, легче, а путевки все же выдаются по времени подачи заявки. Кампания по приему заявок от родителей и официальных представителей детей, напоминаем, стартует 4 мая в 10:00. Для ухтинских школьников обозначена квота 267 путевок на весь летний период, 125 из которых в Чайку и Гренату на территории Коми и 142 в Анапскую и Черноморскую Зорьку. Более подробную информацию по заявочной кампании вы можете узнать по телефону 76 05 15, а также на республиканской горячей линии 8 822 59 96 333, добавочный 466 333.